В эфире вечерние новости. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. 73% якутян, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели. Глава региона Айсен Николаев сегодня вечером выступит с обращением к жителям республики. 2 многоквартирных дома строятся в поселке Нижний Бестяг по программе переселения. Один из них сдадут уже в этом месяце. «100 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске выявили 61 случай, 8 заболевших в Татинском районе, 5 новых случаев в Амгинском. Также, по данным оперативного штаба республики, в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Чурапчинском районах выявлено по 3 случая. В Аймиконском районе 2, в Намском, Среднеколымском, Тампонском, Усть-Алданском районах по 1 случаю. Также новые случаи обнаружены в Усть-Майском районе, где весной и летом практически не наблюдалось распространения инфекции. Сегодня наша основная задача – это прежде всего не дать большей нагрузки для учреждений здравоохранения, прежде всего, и не давать распространиться заболеванию дальше. Глава Республики Саха-Якутия поставил в обязательном порядке задачи перед муниципальными образованиями усилить ответственность и контроль за теми, кто не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены сегодня на территории в целом Российской Федерации и которые применяются в Республике Саха-Якутия. 73% якутян, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели. Недели ранее этот показатель составлял 75%. Республика находится на 8-м месте в Дальневосточном федеральном округе по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19. Наибольший процент жителей, справившихся с вирусом, в Чукотском автономном округе – 92%. На 2-м месте Амурская область, выздоровели уже 89% пациентов. На 3-м – Приморский край, где коронавирус победили 86% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Еврейской автономной области – 67%. Глава республики Айсен Николаев сегодня в 20:55 вечера выступит с обращением к жителям Якутии. Речь руководителя региона будут транслировать 2 телеканала – НВК Саха и Якутия-24. Также обращение главы к жителям республики можно будет прослушать на волнах радио Тытим. Глава Якутии положительно оценивает реализацию нацпроектов демографии и здравоохранения в регионе. Так, в рамках регионального проекта содействия занятости женщин, создания условий дошкольного образования для детей до 3 лет, строятся новые здания детских садов в селе Сунтар на 240 мест и в городе Нюрбе на 280 мест. Оба объекта будут сданы до конца этого года. По региональным проектам «Старшее поколение», «Спорт. Норма жизни» и «Укрепление общественного здоровья» рисков неисполнения целевых показателей не наблюдается. В секторе медицины из-за пандемии коронавируса число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, снизилось. Айсен Николаев поручил всем министерствам и ведомствам качественно подходить к подготовке конкурсных документов, не затягивать сроки проведения конкурсных процедур и заключения контрактов. Хорошо зарекомендовала себя программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В поселке Нижний Бестяг строятся 2 многоквартирных дома. Срок сдачи одного из объектов уже 20 октября. О ходе строительства узнал наш корреспондент Артур Старостин. Многоквартирный жилой дом с торговыми помещениями. То есть с этой стороны, где застекленная часть, будет торговый центр в 2 этажа, а с другой стороны уже часть жилого дома. Так изначально был спроектирован дом обществом с ограниченной ответственностью «Альянс-проект». Здание начали строить в 2012 году. Общая площадь составляет около 7000 квадратных метров. Сейчас строительные работы внутри и снаружи здания идут полным ходом. Срок поджимает. Сейчас в основном у нас идет благоустройство вокруг здания и идет посадные работы. И общестроительные. На данный момент строители трудятся на 4-м этаже. В квартирах стелется линолеум, устанавливает входные и межкомнатные двери, а также проводят монтаж электрооборудований. Устанавливаем ВРУшки, подсиловые кабеля в торговый центр. Сейчас будем запитывать жилой фонд. Ну, работы хватает.
Квартиры надо доделывать тоже. В четырехэтажном доме 59 квартир. С организацией Туймадастрой заключен государственный контракт на приобретение 46 квартир по программе переселения граждан из аварийного жилья. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Другая программа поддержки местных инициатив помогла жителям поселка Усьмай реализовать идею нового сквера. Общая площадь около 9 соток. По периметру планируется озеленение. Деревья, цветы, организуют освещение. Подробности далее. На территории Республики Саха-Якутия программа ППМИ работает уже 3-й год, и районный центр поселок Усьмая активно участвует в этой программе. Администрация муниципального образования поддерживает инициативы населения и старается включить в эту программу пожелания жителей. Да, когда мы проводили собрание для того, чтобы выбрать проект на 2020 год, то люди высказались, что необходимо все-таки нам обустраивать места отдыха для нашей молодежи, для наших детей. Было принято решение поучаствовать с заявкой на обустройство детской площадки, где можно было покататься на роликовых коньках и скейтбордах. Эта заявка прошла, и администрация получила финансирование. Дважды объявляли аукцион. В первый раз ни один подрядчик не изъявил желания, и вот только недавно строительная компания ООО «Энергостройинвест» взяла обязательства по строительству сквера. Здесь уже подровняли гравий. Скоро должны завести подушку, да, то есть песок, для того, чтобы уже заливать бетоном. Общая площадь сквера около 9 соток. По периметру планируется озеленение. Будут высажены саженцы деревьев и цветы. Будет и освещение. На сегодня этот проект реализовывается. Уже на 50% работы выполнены. Бетонное основание площадки залито. Сейчас мы ждем, когда подрядчики привезут материал, чтобы делать ограждение, освещение. Каждый житель Наслега, поселка, райцентра желает видеть свое поселение комфортным для проживания. Многое зависит не только от муниципальных властей, но и от самих жителей, от культуры их поведения на улице и в общественных местах. Я знаю, что здесь будет спортивная площадка, это очень хорошо. Мы будем кататься, заниматься скейтбордом. Идея хорошая, но у нас почему-то люди так относятся ко всему. В общем, не берегут. У нас там детскую площадку сделали, там пьют и курят, и все и на свете. И здесь такое же самое будет. Стараются благоустроить, а люди не понимают. Но это в основном подростки. Подростки, нужно как-то с этим бороться. Жители райцентра надеются, что этот сквер станет для усьмайцев местом отдыха, а не превратится в сборище нетрезвых компаний. Есть такое опасение. Юрий Таюрский, поселок Усьмая. А в Алекминске благодаря программе поддержки местных инициатив удалось преобразить заброшенное пространство. На месте старой школы появилась детская игровая площадка, спортивное снаряжение и место для активных игр. Елена Фаст продолжит тему. Село Янкюр считается одним из больших сел в Алекминском районе. Более 1000 жителей. Большое количество и ребятишек. Открытие места отдыха стало по-настоящему радостью. И хотя народа, учитывая ситуацию, не приглашали, с детской площадки то и дело доносились радостные голоса. Самые справедливые и беспристрастные судьи востребованности – ребятишки. Благополучателей от благоустройства этой территории очень много, потому что здесь, в общем-то, могут свой досуг провести не только же дети. Вот эта площадка, она от 2 до 12 лет. На спортивной площадке вообще ограничений никаких возрастных нет. Просто прийти погулять по дорожке бетонированной, которая, в общем-то, в деревне это редкость, да? Тоже приятно. Может, вообще любой гражданин. Поэтому благополучатели от реализации этого проекта почти все жители нашего Наслега. Формально это еще одно место, еще один спортивно-игровой комплекс, а на деле 4-й проект, реализованный по программе ППМИ с 2018 года. В нынешнем году мы сделали по программе ППМИ детскую площадку такую современную. Также в прошлом году сделали спортивную площадку которая для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Все это развернуто на месте, где стояла старая школа. Место не должно быть заброшенным, решили инициаторы. Здесь были строительный мусор, бытовой мусор. И, в общем-то, была очень печальная картина.
Поэтому депутаты нашего наследного совета приняли решение здесь организовать зону отдыха. Первое, что сделали, огородили деревья, которые по традиции садили выпускники школы. Хотела сохранить эти деревья, потому что все-таки это память, и сажали это мы, выпускники. Это начиная с первого выпуска. Первый выпуск средней школы был в 66-м году. Да, они первый вот сажали, потом постепенно каждый выпуск сажал. И, конечно, не хотелось бы, чтобы это было, все это, деревья эти все потерять. Поэтому Жаргал Гапылович, конечно, он так отнесся с пониманием. Вначале огородили они вот просто такими, штакетником. А потом, когда уже стал вопрос о проекте создания спортивной площадки, они уже начали вот с ограждения, прежде всего, деревьев. Вот так, сохранив память, удалось создать современное место отдыха, где занятия себе может найти любой, от мала до велика. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На прилавках Амгинского района в скором времени появится брынза. Наладкой производства сыра занимается молодой предприниматель из села Чапчелган. Благодаря гранту регионального министерства предпринимательства он купил все необходимое оборудование. До этого все делал своими руками. На одном только энтузиазме изготовил около 5 тонн продукта. Для развития производства у предпринимателя достаточно сырья. Его отец – опытный фермер. В хозяйстве более 100 голов крупного рогатого скота. Первый аэростат взмыл в небо над Якутском. На воздушном шаре надпись «95 лет авиации Якутии». Именно 8 октября в небе Якутска в 1925 году появился первый самолет. Он взлетел над Аркылахи, сел на Зеленом луге. Первое воздушное сообщение Якутск-Иркутск наладили в 1928 году. И вот спустя почти век в Якутске появились воздухоплаватели. Аэроклуб намерен привлечь к воздухоплаванию, к спорту молодежь и всех неравнодушных к романтике. Сами организаторы – это профессиональные авиаторы. По их словам, успешный запуск шара зависит от погоды, скорости ветра. Она не должна превышать 5 метров в секунду. Я взял отпуск и прилетел в ваш прекрасный край развивать воздухоплавание, облетывать зону, смотреть, где можно летать, где нельзя. И подсказывать ребятам, как с этим жить. Ребята только начинают, да, то есть буквально каждый часов по 5 налетали вместе со мной, да, соответственно. Вот. Сам я больше 1000 часов уже налетал, то есть с 2009 года летаю на тепловых аэростатах. На этом пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.